Ребята, которые победили в этой номинации, сделали самый фановый, забавный, крутой, динамичный PvP геймплей. Это ребята из Diesel Guns и LLC Интенсивная. Пожалуйста, на сцену. Представитель Wargaming Nexus произносит волшебное слово «интенсивно», говорит о нашем Diesel Guns круто и тем самым официально открывает первую страницу в истории мировой индустрии игр полностью о наших ингушских программистах. Diesel Guns – олдскульный мультиплеерный кар-комбат, к производству которого Гелани Парагульгов с партнерами приступили в Ингушетии в 2016 году. Игру сразу заметили не только геймеры, заскучавшие по Vigilante и Twisted Metal, но и крупнейшие разработчики продуктов и устройств. Игра получила хорошие отзывы у пользователей и была призером программы NVIDIA Edge как лучшая игра месяца в прошлом году и в номинацию «Лучшая в PvP» на народном конкурсе Unreal Engine в этом году. Победу наши ребята одержали на первом национальном конкурсе разработчиков игр СНГ, организатором которого выступили Disgusting Man и Epic Games при поддержке студии Кефир. Соревнования стартовали в мае. На соискание главных призов были поданы 180 проектов. До финала дошли 25 из них. За это время наша команда активно выпускала обновления и вела блог разработчика игры. В ноябре одновременно с Минским DevGam'ом были проведены итоги конкурса и названы победители. Теперь не последнее место в списке наших национальных брендов займет и Diesel Guns, а интенсивная получит необходимое внимание. Победа в битве за Минск обеспечила наших программистов контрактов с Wargaming, производителем таких популярных во всем мире игр, как World of Tanks и World of Warships. Согласно пунктам договора, компания оплатит работу интенсивно над новой игрой. Получили контракт на разработку прототипа мобильной игры с мультиплеером с финансированием до $100 000. Если проект будет успешным, то они, Nexus, профинансируют уже создание всей игры. Для этого нам придется расширить штат и закупить дополнительное оборудование. В Минске на DevGam, крупнейшей конференции разработчиков игр в СНГ, интенсивно представлял менеджер и ведущий программист Хадис Костоев. Также в команде Гелани Парагульгова трудятся Мусан Альгиев и Руслан Костоев. Ибрахим Цароев, Наиб Тичев, Вести Ингушетия.